Воспитанники якутской детской футбольной команды «Пульс» сейчас играют за ведущие клубы юношеской футбольной лиги России. Артем Соколов входит в состав столичной команды Чертанова. В последней игре первого круга команда одержала победу над «Локомотивом» и ушла на зимний перерыв в качестве лидера турнирной таблицы. Подробности в материале Юрия Осипова. К матчу 13-го тура юношеской лиги команда Чертанова подошла в качестве лидера, набрав 32 очка, опережая ближайшего преследователя на 7 пунктов. Несмотря на солидный отрыв, перед командой стояла задача одержать победу, с которой они справились и закончили матч со счетом 4-2. Очень тяжелая игра, соперник был настроен, так как после поражения 3-0 определенная мотивация у них была выиграть наш, но стерпели, немножко пришлось потерпеть, в итоге счет на табло. Внушительный вклад в победу своей команды внес якутский футболист Артем Соколов, который за один только первый тайм отличился 2 голевыми передачами. Артем Соколов тащит мяч вперед, справа от него открывается Пахтунов, получает мяч, положение вне игры, момент, удар! Ну, рады, что победили, готовились к игре, разбирали игру с «Локомотивом», с тренерами. Все получилось, вот и выиграли. Ну, это, конечно, хорошо, что с таким отрывом уходим с первого места. И, ну, победить, конечно, задача у нас. Выйти в Лигу чемпионов юношескую. Это не первый матч, в котором Артем напрямую влияет на исход встречи. Так, в матче отборочного турнира к юношескому чемпионату Европы он забил 2 мяча в ворота сборной Швейцарии. Благодаря его дублю юношеская сборная России вышла в элитный раунд турнира. Впервые Артем был вызван в национальную сборную в феврале прошлого года. Тренеры сразу приметили талантливого парня. Артема я уже знаю очень продолжительное время, потому что я работал до сборной в Чертаново и видел его игру постоянно. Он был на виду, был один из, так скажем, игроков креативных, которые думают, играют на поле, наверное, получают удовольствие от этой игры. Ну и когда став старшим тренером сборной 2003 года, в общем-то, сомнений никаких не было, что этот игрок будет одним из, наверное, такой градообразующим в этой сборной. Сейчас команды ушли на зимний перерыв. Они продолжат бороться за победу в турнире в марте следующего года. В первом матче второго круга Чертанова встретится с футболистами из спортивной школы Олимпийского резерва «Зенит». Победитель этих соревнований представит Россию в юношеской лиге чемпионов. Юрий Осипов, Максим Кардозу, Москва.